Сейчас мы в штабе партии Атамекен провели голосование. Практически все члены фракции Атамекен в присутствии председателя партии, заместителя председателя партии провели голосование в отношении лидера нашей фракции, политической партии Атамекен. И хочу отметить, что первоначально было два кандидата, это Нышанов Сайдулла Канбалутович и Садык Шернияз. Мы, партия Атамекен и наша фракция, славимся тем, что мы действительно разделяем идеи демократии, и не только в нашей программе, не только на словах, но и практически. После проведения голосования результат голосования составил 5,5 голосов соответственно, то есть ни один из кандидатов не получил преимущественное большинство. Было принято решение провести повторное голосование, и результат вышел таким же – 5,5. Дело в том, что мы разделяем, еще раз хочу отметить, принципы демократии и справедливости. И поэтому как раз в нашей партии нет никакого давления или узурпации. Сами результаты выборов, они говорят именно о том, что в нашей партии демократическая основа. Все члены фракции приняли решение, что после 2 туров выборов с одним и тем же результатом эти кандидаты не могут вновь принять участие в 3-м туре выборов, и будет предложен другой кандидат. И единогласно члены фракции Атамекен предложили кандидата, который 4 года является депутатом, зарекомендовал себя как ответственный, прогрессивный депутат. И мне очень приятно представить самого молодого депутата Джангурку Кинеша 6-го созыва, Айсулу Турузбековну Мамашеву, которая единогласно была избрана лидером политической фракции Атамекен 6-го созыва Джангурку Кинеша Кыргызской республики. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, и поддержка со стороны общественности, и поддержка со стороны молодежных организаций, женских организаций на стороне Айсулу Турузбековны. Она себя зарекомендовала как принципиальный, честный, ответственный депутат, к тому же очень активный. И мы уверены, что на сегодняшний момент общество ждет от политических партий обновления, новые лица, молодежь. И мы также разделяем это мнение, поэтому с большим удовольствием поддержали кандидатуру Айсулу Турузбековны и уверена, что она достойно будет справляться с должностью лидера нашей фракции. И также своим примером, своим образом, своими действиями она уже зарекомендовала себя очень положительно и также понесет идею того, что на сегодняшний день политические партии Кыргызстана должны приходить к новому формату, к обновлению, давать дорогу молодым, учитывать права женщин, в том числе гендерные аспекты. Такое решение было принято и поддержано всеми членами фракции. Айсулу Турузбековна, вы что можете сказать? Честно говоря, я до сих пор в шоке, потому что когда получилась ситуация и голоса разделились ровно 50 на 50, и так как это произошло дважды, то посыпались сразу предложения. Давайте тогда выдвигать ни ту, ни другую кандидатуру, снимается с голосования, давайте предлагать другую кандидатуру. И мои коллеги единогласно поддержали мою кандидатуру, что для меня является большим, это, конечно, большая честь для меня, но также и ответственность. И, если честно, я сама в шоке. Сөзсіз түрде күтусіз болду, анткени буга чейин жаңы эле Наталья Владимировна белгилеп кетти, бизде 2 жолу добуш берүү болду. Анан 2 талапкердин ортосунда болгон добуштар 5-5 болуп калды. Ошо менен 2 жолу болбогонуна карата башка ушул кесиптештерим сунушташты, ушул анда башка талапкерди тандайлы деп, анан ушул Айсулу сен татыктуусуң деп айтсам, мен